Многие гости нашей программы сегодня говорили о кислороде, который ежедневно продлевает жизнь сотням тысяч больных ковидом. По сообщению канала РТ на русском, Минобороны России по поручению президента Владимира Путина передала из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для нужд больниц. В пресс-релизе Минобороны отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов уже передано из воинских частей 240 тонн сжиженного кислорода. 21 октября переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода 7 субъектам Республики Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям. В соседней Чувашии в конце недели был объявлен режим повышенной готовности из-за проблем с поставками кислорода. Они как манны небесной ждали поставок кислорода из Татарстана. Я не хочу долго обсуждать эти данные. Это означает только одно – кислорода в регионах не хватает. Приходится задействовать даже армию. А вы знаете, сколько потребляют кислорода все госпитали Республики Татарстан? 100 тонн в сутки. Это вам для сравнения. И у нас нет дефицита кислорода, потому что крупнейшие предприятия республики, в частности Нижнекамск, Нефтехим и Казань-Оргсинтез, существенно нарастили выпуск медицинского кислорода. Так что все выжившие после ковида, прошедшие через кислород, не забудьте в своих молитвах пожелать здоровья генеральному директору Оргсинтеза Фариду Гертовичу Минигулову и руководителю Нижнекамск-Нефтехима Айрату Фаатовичу Сафину и всем работникам этих предприятий, которые дают нам живительный кислород.